Нужно ли мне каждый раз, когда передо мной встает религиозный вопрос, искать на данную тему хадис? И какой риваят у данного хадиса? Нет, мой масхаб выстроен на передаче знаний целой школы. Раби ар-Рай, шейх имама Малика. У нас фикх аль-Мадина заканчивается на Зейде ибн Сабите, известном факихе. От него переняли знания семеро. Их называют 7 факихов. И вот от этих 7 перенял Абдулла ибн Хурму и Раби ар-Рай. И от них уже перенял имам Малик. И что же говорит Раби ар-Рай? Послушайте, что он говорит. Его слова. Раби ар-Рай описывается как самый умный человек своего времени по отношению к сунне. Что же он сказал? 1000 от 1000 лучше, чем 1 от 1. Так называется метод Ахлюль Мадина. То есть мы в Медине передаем из поколения в поколение то, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал или сделал. И это сильнее и надежнее, нежели мне скажут, человек передал от человека. Послушайте, что говорит имам Малик. Действие надежнее, чем хадис. Под действием подразумевается передача из поколения в поколение, как это принято в Медине. Поэтому, мои братья и сестры, будьте внимательны, будьте внимательны. Мало кто это знает. Ханафитские и маликитские масхабы были выстроены на передаче знаний целой школы. А шафиитские и ханбалитские масхабы с истечением определенного времени. Ведь имам аш-Шафии родился в 150 году по хиджре. Как бы он перенял у пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому он был вынужден пойти таким путем. Передал человеку от человека, которому передал человек. И так по цепочке, до слов пророка, алейхиссаляту вассалям. Имам Малик в этом не нуждался. Между ним и пророком, алейхиссаляту вассалям, человек или 2 человека. А у имама аш-Шафии 5 или 4. Целая история. Поэтому он был вынужден прибегнуть к этому. Сказал имам аш-Шафии: если хадис был достоверным, то это мой масхаб. А имам Малик не говорил этого. А если бы сказал, то стер бы свой масхаб. Ведь он опирается на другую методологию. Сказал имам аш-Шафии: фик — это Коран и Сунна, затем кияс на них. Опирался на этот порядок имам аш-Шафии, так как он позднее родился, и для него данный метод был лучшим в перенимании хадисов от пророка, алейхиссаляту вассалям. И это санад. И это цепочка передатчиков. А какой метод был лучше для имама Абу Ханифы и имама Малика? Метод передачи поколениями. И следуя этому, нуждаюсь ли я в поисках хадиса и риваята по каждому вопросу? Нет. Мой масхаб взят из передачи целой школы. Риваяты и их образа, которыми пользовался имам Абу Ханифа, опираются на передачу целой школы. И есть передачи поколениями от поколений, что это подтверждают. Есть вещи, которые в дальнейшем стали слабыми, но в те времена они были мутаватир, то есть известными. Всегда привожу в пример чтение Корана Ибн Масуда. Чтение Корана от Ибн Масуда было распространенным и известным. Ибрахим ан-Нахаи говорит: один день таравиха читали как Зейд, а другой как Ибн Масуд. И учимся в центрах чтению Зейда и Ибн Масуда. А сейчас чтение Ибн Масуда читается редким. А в те времена оно считалось распространенным чтением Корана. А довод был более важен во времена муджтахида или в наше время? Во времена муджтахида это чтение было известным. Вы можете найти много хадисов, что были распространенными в те времена, но со временем они стали передаваться редкими цепочками.